Давным-давно, на заре зарождения человечества, земля стояла на панцире гигантской черепахи. Черепаха эта лежала на спинах 3 слонов, а слоны стояли на 3 китах, плававших во всемирном океане. И держали они так землю миллионы лет. И летали над землею великие духи: любовь, мечта, искусство, знание, жизнь и время. И заспорили великие духи, кому из них суждено вести за собой людей. И каждый из них видел свое будущее для человечества. Мне кажется, мир будет похож на огромный цветочный сад. Там будут самые красивые деревья. В нем будут жить и люди, и животные. А править над этой красотой будет любовь и понимание. Верно. Люди будут смотреть на красоту природы и переносить ее на холсты, создавая настоящие шедевры. А пение птиц? Люди будут писать прекрасную музыку. Люди будут создавать настоящее восхищение, настоящее архитектурное восхищение. И все это будет превращаться в большие города. А в больших городах люди проведут средства связи и смогут общаться друг с другом через 1000 километров. Люди будут управлять как мельчайшими частицами, так и огромными проектами. Люди научатся летать, как птицы, плавать, как рыбы, и будут передвигаться быстрее любого зверя благодаря своему интеллекту. Люди станут управлять энергией. Энергия молодости, находящаяся в постоянном поиске и движении, будет направлять все новые и новые поколения к достижению своих целей. Человечество будет мечтать, Любить. Искать. Творить. И жизнь на земле будет развиваться вечно. Вечно? Вам ли рассуждать о вечности? Ведь только я знаю, что вечности не существует. И ваше человечество само сломает ваши грандиозные планы. Это невозможно. А давай поспорим. Давайте поспорим. Смелее, поспорим. И этот спор начнется с этого часа, с этой минуты и с этой секунды. И закончится только тогда, когда кто-то из нас примет правоту другого. И не секунды ранее. Ну что, давайте посмотрим. И выступили вперед знание и искусство. Им суждено было начинать дарить человечеству первое понимание об окружающем их мире.
Wake me up when September ends. Summer has come and passed. The innocence can never last. Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring began. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Посмотри вокруг. Люди достигли небывалых высот. И ты не можешь отрицать тот факт, что люди сделали прорыв. И что? Да, Ренессанс велик. Но что наступит потом? Потом наступят темные времена. Чума, инквизиция. И все за то, что вы боролись, уйдет в небытие. Я вам напомню, ничто не вечно. И не боритесь за свои несравненные ценности. Я их сотру в пыль. Да, ты можешь уничтожить все, что сотворило искусство и наука. Но чувства, которые зародились у людей, соприкоснувшихся с прекрасным, тебе уничтожить не дано. Чувства? Что это? Это просто мимолетный порыв. Возможно, иногда хватает секунды, но в сердце возникает навсегда. А искусство и наука создали великие блага, на основе которых выстроились главные чувства — уважение, любовь к близким, чуткое восприятие прекрасного, истории и культуры разных народов. Иногда мы можем потерять некоторые достижения и истории, и науки, но они всегда будут в сердце. В сердце ты не уничтожишь все это. Ну что ж, посмотрим.
Силу любви тебе не стереть. Смотри, что она сделает с людьми. Они находят любовь, заботят друзей. А самое главное, они бескорыстно помогают совершенно незнакомым людям. Согласен, эти чувства мне не подвластны. И вообще, эта тонкая материя всегда была не по мне. Но вопрос, а если на земле никого не останется, кого любить? Ты не посмеешь! Еще как посмею! Все течет, все изменяется. И мне стоит лишь подождать, пока ваше человечество придется к любви. И тогда наступит другие времена. Тогда наступит мой час, когда все остановится, наступит мой час. Метеоритный дождь, смена климата. И после этого всего ваши излюбленные людишки исчезнут из планеты Земля. И здесь ошибка. Люди никогда не остановятся. И с каждым Новым годом будет приходить новое поколение людей, которые мечтают о новых горизонтах. Ведь мечта ведет только вперед, подталкивает к новым вершинам и не дает расслабиться на пути. И если что-то пойдет не так, они найдут верное решение. Возможно, ты прав. Что ж, посмотрим.
Strike a pose. Strike a pose. Prepare to die. Сколько бы ты ни пытался, жизнь на земле тебе не остановить. И дело даже не в нас, и не в наших подарках. Люди создали собственных помощников, дружбу, семью, взаимопомощь. Да, люди уникальны. В них сочетаемся все мы. И благодаря этой гармонии люди, вопреки всему, идут только вперед. Не мы управляем людьми, а люди управляют нами. Я прекращаю этот спор. Мне кажется, я проиграл. Ведь вас я могу отправить в забвение, как древние цивилизации, или стереть в порошок и пустить по ветру. Но люди никогда не поддаются ни наводнению, ни болезням. И это вызывает у меня только уважение. Ребят, а у меня есть идея. А давайте все вместе создадим людям последний общий подарок. Земля держалась на великой черепахе, которая стояла на 3 звонах, а те на китах. Так давайте строить человеческую жизнь на высоких ценностях. Любви. Знании. Искусстве, мечте. И пускай этот последний подарок развивает в человечестве именно эти качества. А время их только усиливает. И создали духи первый классический университет. Свою студенческую весну мы посвятили родному университету. Ведь для многих из выступающих она последняя. Ведь в университет мы приходим за мечтой о будущем. И он помогает нам воплотить эту мечту.
В университет мы приходим за знаниями, и получив их, уже делимся ими с новыми поколениями. Но помимо знаний, в университете мы раскрываем новые таланты. Мы развиваемся в хореографии, вокале, рисовании и во многом другом. И, конечно, именно в университете мы находим самых близких людей, с которыми потом проводим всю оставшуюся жизнь. И спустя многие годы, вспоминая об университете, мы будем вспоминать как самое беззаботное и самое счастливое время. Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты лететь не стал таким, как он, и по земле ходил.
Спасибо большое. И перед тем, как мы позовем на эту сцену декана физико-технического института, мы, выпускники, хотели бы поблагодарить нашего друга, человека, который с нами уже бок о бок 4 года, который дарит нам и вам такие позитивные эмоции. Это наш режиссер-постановщик Екатерина Рабай. Можно вас на сцену, пожалуйста? Именно благодаря ей мы становимся такие, какие мы есть. Мы развиваемся, мы становимся опытными в плане творчества. И вот этот небольшой презент, Катя, тебе, спасибо тебе. Ну что ж, а на сцену мы приглашаем декана физико-технического института Якшибаева Роберта Азгатовича. Уважаемые члены жюри, дорогие студенты, гости, родители, давайте еще раз от имени всех поблагодарим наших талантливых артистов. Давайте еще раз поаплодируем. Молодцы, молодцы. Выступление было в течение часа, но подготовка к этому выступлению шла, конечно, очень долгая. Вы, наверное, видели, что каждый день, несмотря ни на субботу, воскресенье, наши студенты репетировали, плясали, готовились, и вот сегодня они выдали продукт. Ну, я могу сказать, что действительно этот продукт профессиональный. Действительно, эти наши студенты, которые каждый день занимаются в лабораториях, занимаются научной работой, но, тем не менее, на сцене они ведут себя действительно как профессионалы. И вообще, мы проповедуем такую идею, что наши студенты физико-технического института и факультета математики и информационных технологий, каждый студент хотя бы один раз должен выступить с большой сцены. Но эти студенты, как зашли 4 года на сцену, так и не слезают. Молодцы! Действительно, любое большое мероприятие, оно не может состояться, когда нет друзей, спонсоров. И мне очень приятно с этой сцены поблагодарить вот директора этого колледжа, топливно-энергетического колледжа Ганеева Тагиряна Мухаммедовича, который дал этот прекрасный зал нам. Мне вдвойне приятно, что Тагирян Мухаммедович наш студент, физик, и очень многие годы успешно руководит таким большим учебным заведением, которое является флагманом среднего профессионального образования. Спасибо ему. Естественно, у нас есть спонсоры, которые ежегодно нам помогают в материальном плане. И в этом плане я хочу сказать особо спасибо АО «Башнефтегеофизика», лично директору Адилову Руслану Явдатовичу, который является также нашим выпускником, нашим студентом. Спасибо ему. Кроме этого, естественно, помогают нам родители наших артистов, наших студентов. Это костюмы и так далее, и так далее. Все это, естественно, просто так не появляется. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Особое спасибо я хочу сказать, действительно, постановщику вот этого грандиозного мероприятия, нашему другу, который ежегодно нам помогает, Рафай Екатерина Александровна. И кроме перечисленных, конечно, у нас очень много друзей. Всем большое спасибо. И большое спасибо нашим талантливым студентам. И я могу сказать, что то, что они сегодня нам показали, естественно, они будут нести по жизни и дальше. Я могу как пример привести. Вот у нас есть сегодня здесь есть наша выпускница. Ксения, где Ксения? Покажись.
которые тоже... Ксения Красюковна, я помню, которая тоже постоянно принимала участие. И сейчас вот это искусство, этой деятельностью она занимается уже в крупном предприятии объединения. И благодаря вот таким людям мы ежегодно, нам удается занимать призовые места. Физико-технический институт не опускался ниже первого места, а последние 2 года мы завоевали гран-при. Я думаю, что сегодняшнее выступление тоже достойно. Будем ждать, как оценит нас жюри. Большое спасибо. А сейчас, уважаемые студенты, к сожалению, время идет, и часть наших студентов заканчивает в этом году учебу и уходит в большую жизнь. Я думаю, что то, что они приобрели в стенах нашего института, нашего университета, они будут достойно представлять и в дальнейшем. И мне очень приятно сегодня вручить почетные грамоты нашим самым активным студентам, которые добились высоких успехов в художественной самодеятельности, спортивной деятельности и так далее, с которыми, к сожалению, мы расстаемся. Но я думаю, что они будут приходить к нам. Кто-то поступит в магистратуру, а кто закончил магистратуру, пойдет дальше учиться, работать. Я думаю, будут нести славу нашего университета и дальше. Ишкурзин Азамат. Она отличница учебы, активно принимает участие в научной деятельности, получает повышенную государственную академическую стипендию, стипендиатка. Молодец, и активно выступает. Вот такие у нас студенты. Молодец. Ямова Нурсия. Рафаэль Закир. Касимов Альберт.
организаторы всех наших побед. Молодец. Федор Виктор. Лей Вайгуль. Миньярова Гульнур. Пескова Дарья. Пескова Дарья. Асвин Ренат. Асвин Ренат. Рафиков Тимур. Донов Георгий. Мусин Айгиз. Лисицов Сергей. Лизнов Сергей. Организатор и вдохновитель всех наших спортивных побед. Молодец. Давайте еще раз. На всех наших. Молодцы. Еще на сцену хотелось бы пригласить заместителя декана по воспитательной работе факультета математики и информационных технологий Латыпова Дамира Копиловича. Алло, я люблю и физику, и математику. Они талантливы во всем. И вообще, студенты Москвы университета, они талантливы во всем. Вот я лично по матфаку скажу, и по физфаку тоже могу добавить. Я что не поручу, они за 5 секунд сделают. Но если надо, 2-3 дня, за 2-3 дня. Поэтому я наших активистов, и не только и рядовых, всегда полагаю. И я представляю самое раздальше. Действительно, вот, можно без денег даже с ними любое мероприятие провести. Без денег. Деньги дадут? Пожалуйста. Спасибо, жюри. Я думаю, вы оцените. Спасибо зрителям. Вы хорошо поддержали. Лукманов Ренат. Первый по 4-й курс. Я думаю, что пойдет. Лукманов Ришат. Брат. Активные наши близнецы. Молодцы. Астафьева Полина. Активно участвовать вообще жизнь. Мухаммедшин Илья. Ну, Зарема бы сказал, чем он занимается. Я не всех знаю. Я много знаю, чем он. Молодцы.
Благодарю. Ужаев Арсен. Нет такого. Рафиков Азат. Шайбаков Динар. Колесникова Елена. Нурисламова Эльнара. Шайбаков Динар. Второй раз так. Сафин Салават. Еще раз поздравляю физиков и математиков! Ура! Ну что ж, еще раз всем большое спасибо нашему многоуважаемый зритель. И я еще раз попрошу вас поаплодировать нашим артистам. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.